Якутск готов стать безопасным для экологии города. С начала текущего года местные экоактивисты во главе с компанией Юником стали продвигать новый проект по раздельному сбору бытовых отходов. Сейчас точки для вторсырья находятся уже в 7 дворах города. Нюансы новшеств узнавала Саргалана Неустроева. В марте текущего года во дворе жилого комплекса был установлен первый контейнер для сбора пластика, картона и другого перерабатываемого мусора. Как и сейчас, тогда эту идею многие поддержали, а практика установки таких точек сбора показала, что со временем люди начинают более осознанно относиться к потреблению и переработке отходов. Но также, конечно, есть и вопросы. Да, люди сомневаются о том, что раздельный сбор действительно существует и подвергает под сомнение правильную переработку вторсырья. Все-таки люди думают еще, что он идет на полигон, на свалку. Но на самом деле наша задача, так скажем, эту теорию побороть, да, своими действиями. Развитию проекта поспособствовало активное сотрудничество не только с экоактивистами города, но и с Министерством ЖКХ республики, а также управляющей компанией «Утум». Сначала было такое сомнение в том плане, что все это вывезется на одну и ту же свалку, и все это, как бы вкупе, скажем так, смешается, да. Когда уже появилась именно организация, которая занимается именно то, что они отправляют потом это все на переработку, да, и приучить людей, скажем, да, тоже к раздельному сбору, когда, скажем, город будет в целом в совокупности готов к этому, ко всему, да, я посчитала, что, стоит, наверное, все-таки попробовать. В ходе обсуждения форсайт-сессии мы как бы озвучивали проблематику, да, про внедрение раздельного сбора, что нету инициативы от активистов, от населения там и так далее. И вот услышали, что наоборот у активистов есть обратная проблема. Это инициативы есть, но они не поддерживаются органами исполнительной власти, да. И, соответственно, мы, так сказать, объединили усилия. Время диктует свои правила. Это показывает не только постепенный переход горожан к пользованию раздельными точками сбора отходов. Во время самоизоляции многие приняли участие в экомарафоне, который устроили местные активисты. В апреле-мае этого года в связи с карантином мы провели онлайн-эко-марафон. Было очень много участников. Мы давали различные задания, с помощью которых участники внедряли в свою жизнь новые эко-привычки. Мы учились сортировать отходы, их правильно готовить, также проводили мастер-классы по пошиву различных изделий, заменяющих пластик. И я уверена, что эти знания пригодятся нашим участникам, и жизнь их стала более осознанной. Напомним, ранее якутское экодвижение занималось акциями сбора мусора, в том числе и акцией «Добрые крышечки», благодаря которой оказывается помощь детям с различными заболеваниями. Что еще раз доказывает, беречь природу значит дорожить здоровьем каждого. Саргалана Неустроева, Илья Сыромятников, Якутск.